Слово предоставляется Таджикистану. Прошу вас. Спасибо, уважаемый ведущий. В Таджикистане, соответственно, Конституция, судебная власть является независимой. Судьи своей деятельности самостоятельно подчиняются только Конституции и закону. Вмешательство в их деятельность запрещается, судья обладает правом неприкосновенности. Без согласия органа, избравшей судьи, не подлежит аресту и привлечению к уголовной ответственности. Отбор кандидатов на должность судьи осуществляется на конкурсной основе. Перед избранием на должности судьи кандидат проходит годичную стажировку на должность судьи-стажера. В республиканских средствах массовой информации и на веб-сайтах Верховного высшего экономического судов публикуется объявление о проведении конкурса на должности судьи. 19 апреля 2019 года утверждена программа судебно-правовой реформы в республике на 2019-2021 годы. Данная программа является четвертым этапом судебно-правовой реформы, где намечено выполнение ряда мероприятий по совершенству законодательства и деятельности судов Республики Таджикистан. В том числе предусматривается принятие закона об доступе к информации о деятельности судов. Юридическая помощь гарантируется на всех стадиях следствия и суда. В целях содействия адвокатской деятельности, обеспечения доступности для населения юридической помощи, обеспечения гарантий независимой адвокатуры, осуществляется финансирование деятельности адвокатов, оказывается бесплатную юридическую помощь физическим лицам. В республике система бесплатной юридической помощи, которая полностью или частично обеспечивает за счет государственного бюджета для обеспеченных и уязвимых слоев населения, в настоящее время находится на стадии развития. С момента начала реализации этой концепции бесплатной правовой помощи оказана поддержка 41 881 гражданам, и в том числе 23 666 женщинам и 18 215 мужчинам, в том числе 1144 являются лица с ограниченными возможностями. В стране также введен бесплатный открытый информационный правовой интернет-портал. Распространение информации нормативно-правовых актов и других документов из интернет-портала осуществляется посредством сети интернет. Физические и юридические лица имеют право осуществлять поиск, просматривать, извлекать и распечатывать нормативно-правовые акты. Интернет-портал финансируется за счет государственного бюджета. Спасибо. Большое спасибо.